Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Белоключевский Сергей Геннадьевич, член Союза писателей России, поэт-сатирик, заслуженный поэт Республики Мордовия. Не буду перечислять все свои заслуги. В прошлом подполковник полиции и медицинской службы в отставке, лауреат фестиваля Кстово «Русский смех». Родился я в 1958 году в городе Саранске, в семье потомственных врачей. В 1985 году закончил военно-медицинскую академию имени Сергея Мироновича Кирова в городе Ленинграде, где получил специальность врача-психиатра. Сейчас у меня высшая категория. В качестве начальника медицинской службы войсковых частей и подразделений Министерства внутренних дел России оказывал помощь больным и раненым на Северном Кавказе неоднократно. И написано 4 поэтических сборника, все юмористического плана. Мне очень нравится и хочется быть причастным к великому и незабываемому прошлому нашего мордовского народа. Я очень много читал о периоде репрессий, а точнее о периодах репрессий, поскольку их неофициально можно выделить 3. Это первый в годы гражданской войны в отношении контрреволюционеров, участников кулацких восстаний, спекулянтов и других. По окончанию гражданской войны эти репрессии были прекращены. Второе, это когда органами НКВД была раскрыта правотроцкистская буржуазно-националистическая террористическая организация, участники которой, как указывалось в материалах следствия, ставили своей задачей путем террора, восстаний, шпионажа, диверсии, подрыв народного хозяйства и свергнуть советскую власть, реставрируя тем самым капитализм. По делу организации было тогда арестовано порядка 200 человек, в том числе 4 председателей колхозов. И когда проводилось раскулачивание, тогда проводилось еще наиболее хорошо живущих, но в то же время лучших тружеников села. И третий период репрессий был с 1937 по 1938 год. И на этом надо бы остановиться более подробно. По решению Политбюро ЦК КПСС тогда на территории МССР проводились операции по репрессированию кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Согласно приказу НКВД от 1937 года для МССР был утвержден лимит на арест 1800 человек, из них порядка 300 человек подлежали расстрелу, а остальные заключенные отправлялись в лагеря на срок от 8 до 10 лет. Всего в ходе операции было репрессировано на территории Мордовии порядка 2500 человек, из них расстреляно 916, эту цифру я запомнил, и осуждено к заключению в лагеря на 8 лет 189 человек, и на 10 лет около 1500 человек. Списки, которые были утверждались тогда комиссией при Наркоме внутренних дел, а кто этим руководил? Ежов и прокурор СССР тогда Вышинский, подлежали немедленному расстрелу или заключению в лагеря и тюрьмы на 10 лет. В 1937-1938 годах необоснованно репрессировано порядка 500 человек. Из них приговорены к расстрелу 436 человек и заключены в лагеря 53 человека. Был уничтожен почти весь цвет нарождавшейся мордовской научной и творческой интеллигенции. Директор недавно открывшегося пединститута Антонов, профессор, автор грамматики мордовского языка Рябов, ученые Арбузов и Сумбаев, Петербургский и другие были арестованы. Практически все сотрудники научно-исследовательского института мордовской культуры во главе с его директором Поздяевым. Также были арестованы ведущий мордовский писатель того времени Чесноков, Григорян, Завалишин, Виарт, Левчаев, основатель рязанской поэзии в Мордовии Кривошеев. Писатели и ученые были обвинены в сотрудничестве с финской разведкой. И это было сделано на основании того, что Мордовия входит в финно-угорскую группу народов мира.
Наконец, уже в конце 1999 года прокуратура Республики Мордовия в лице Сараева, Тимошкина, Тримаскина, Киселева, Кропоткина и под общим руководством Сенькина, государственного советника юстиции второго класса, были реабилитированы, то есть полностью, абсолютно невиновными были 9380 жертв коммунистического террора против народов Мордовии. Их имена опубликованы в скорбном «Мартирология жертв коммунистического террора. Память», изданном по решению правительства Мордовии в 2000 году. И, конечно, я считаю, что об этом ни в коем случае забывать нельзя. Сколько людей погибло, просто, ну вот на мой взгляд, это уму непостижимо. И я хотел бы увековечить память об этом, чтобы наш мордовский народ и русский народ помнили об этих событиях, репрессий, и могли как-то почтить память погибших.